Северо-Кавказском топливно-энергетическом колледже состоялось торжественное открытие республиканского шахматного турнира. Расскажем о реализации в Ингушетии федеральной программы «Успех каждого ребенка». Сегодня в России отмечается День военной контрразведки. Здравствуйте, это новости 24. Внесены дополнительные изменения в указ о введении режима повышенной готовности. Подписанный накануне главой Ингушетии документ, помимо объявления внеплановых каникул для учащихся школ республики, уточняет перечень мероприятий, запрет на проведение которых действует до 15 января включительно. В этот период также нельзя проводить массовые новогодние мероприятия. Кроме того, в период с 22 декабря по 15 января деятельность организации общественного питания ограничена после 19:00. Запасаемся предновогодним настроением. Ему в значительной степени способствует праздничное оформление, как внутридомовое, так и украшение фасадной части частных домов и предприятий. Преображаются и центральные улицы городов региона. Объявлены специальные конкурсы. С подробностями наш корреспондент. Бек Мальсагов к новогоднему празднику относится с теплотой. Помнит, как в детстве первый раз нарядил елку и какие эмоции испытывал после того, как получил подарки. Спустя годы изменились масштабы. Теперь он занимается оформлением своего предприятия и даже собирается принять участие в конкурсе. Узнав, что администрация города объявила конкурс на заведение лучше украшенное на тему новогоднего праздника, мы тоже решили принять участие. Думаю, мы будем выглядеть достойно. Сейчас вы можете наблюдать, здесь в зале мы украшаем. Идет творческий процесс, так сказать. Вообще надеемся, что в итоге займем достойное место. Рассчитываем на первое место, но хотя бы попасть в тройку призеров. Творческий подход и богатое воображение позволили Беку Мальсагову добиться желаемого результата. А самое главное – это видеть детский восторг от композиции, оформления своего малого бизнеса. Для детей этот праздник особенно важен, и он не был бы таким без ярких узоров и теплых чувств, связанных с новогодними сказками. Мне нравится сюда приходить, потому что тут новогодняя обстановка. Первыми почти всегда преображаются витрины магазинов и кафе. За чисто вымытыми стеклами появляется светодиодный дождь, а парадную часть украшают фигуры излюбленных сказочных героев. Вот парфюмерия манит постояльцев своими теплыми тонами и связкой из зимних украшений на перилах магазина. Заботясь о наших клиентах, мы хотели создать такую новогоднюю обстановку, чтобы нашим клиентам было комфортнее и какая-то более новогодняя сказка была. Конкурс проводится с целью создания праздничного настроения в канун Нового года и служит отличным поводом для сплочения предпринимателей, формирования в них интереса к творчеству и самореализации, одновременно поддерживая в них соревновательный дух. Разыгрывают 3 призовых места с денежным вознаграждением. Первое место – 30, второе – 20 и за третье – 10 тысяч рублей. С 18 ноября по 18 декабря мы принимаем заявки. Любой желающий участвовать среди предпринимателей могут подать заявку в произвольной форме в администрацию в экономическом отделе. После 18-го у нас распоряжением администрации утверждена есть комиссия, создана комиссия. Мы будем по указанным адресам на заявках будем выезжать с комиссией и смотреть. Потом подведем итоги. Что говорить о городском оформлении, то все уже готово. Разноцветные гирлянды красуются повсюду, привлекая к себе внимание и даря позитивные эмоции. Ну а настоящая сказка здесь начинается вечером. Город превращается в волшебную страну. В этом году магаз был оформлен в нашем, соответственно, классическом стиле. Был оформлен проспект, были оформлены другие улицы. Ну и главным оформлением стала, конечно же, елка, которая находится на площади Согласия, напротив здания главы администрации. К сожалению, в отличие от всех предыдущих лет, насчет мероприятий, так сказать, в отличие от предыдущих лет мы не сможем провести все основные мероприятия, которые проводили в связи с вот такой вот ситуацией, да, в связи с ковидом. Но очень надеемся, что через год у нас, конечно же, праздник будет полностью
по запланированным программам всем проводить. В одном из самых уютных скверов Назрани деревья окутаны паутиной светодиодов. Площадь усеяна гирляндами, в зимние наряды облачили и источники освещения. А перед Дворцом культуры на площади красуется 25-метровая елка. В связи с пандемией мы не будем устраивать никакие культурные массовые мероприятия. Единственное, мы украсили город светодиодами, гирляндами, поставили елку у парка культуры, затем объявили конкурс среди предпринимателей на лучшее украшение помещений малого и среднего предпринимательства. Также будем раздавать подарки детям-сиротам и детям, которые лежат в республиканской больнице. Сотрудники администрации просят всех жителей оставаться в день праздника дома, так как массовый выход может навлечь на следующий год еще сюрпризов, связанных с ковидом. Как говорится в народе, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Далия Асканова, Адам Гулоев, Магомед Белакиев. Новости 24. В Северокавказском топливно-энергетическом колледже состоялось торжественное открытие республиканского шахматного турнира памяти первого директора колледжа Тухана Цурова. Соревнования проходят по швейцарской системе в 8 туров. Репортаж Амины Боковой. 13-й по счету ежегодный республиканский турнир по шахматам памяти основателя и первого директора топливно-энергетического колледжа Тугана Цурова открывают почетные гости. Это депутаты Народного собрания Ингушетии и исполняющий обязанности руководителя администрации главы и правительства республики Джамбулат Аздоев. Один плюс один равняется 2. Змуда хамдир. Вейкама джо иш хамдир. Схалхи, схалхин илиш. Вей техи хандер. Сбарги уж схах уже дал не злобен. Схалхи ди хана излож берхти халдвей. К участникам турнира обращается и сын Тугана Цурова, депутат Народного собрания и нынешний директор колледжа Мустафа Цуров. Туган Хуседович любил шахматы, играл в шахматы на любительском уровне. Мы много раз об этом говорили. В нашей республике очень много турниров, посвященных достойным людям, которые жили, которых, к сожалению, нет среди нас. Вся жизнь и Тугана Хуседовича была достойной. Поэтому я рад, что мы ежегодно опять встретились. Каждый год будем встречаться, играть в шахматы, заниматься популяризацией этой игры. Это самая мирная игра, мирный спорт. Самый мирный. Слова наставления участникам турнира даны. Шахматисты рассаживаются по местам. Готовятся к первой партии Магомед Камурзоев. Здесь его называют шахматным ветераном. Ведь этому делу он посвятил более 70 лет своей жизни. В детдоме, когда 4 брата, и там один русский парень пришел. Дома они играли, а я-то не видел никогда шахматы. И он меня научил. И с тех пор я начал играл. И на фестивале в 1957 году выиграл, шахматы выиграл. Мне дали на целине, я был целину поднимал. В чемпионате принимают участие как опытные шахматисты, так и только начинающие. Возраст участников варьируется от 7 до 86 лет. Сам турнир проходит по швейцарской системе с контролем времени каждому игроку до конца партии. Сегодня играем в блиц, это быстрые шахматы, даже очень быстрые они, да. Блиц-турнир это у нас состоит он из 9 туров, 5 минут плюс 3 секунды, да, на каждый тур. По итогам сыгранных партий будут выбраны победители. Их ждет денежный приз и кубки. Амина Бокова, Асхаб Белакиев, Новости 24. Сегодня исполнилось 111 лет со дня рождения ингушского писателя, поэта, публициста и видного общественного деятеля Хамзата Асмиева. Урок, приуроченный к этой дате, прошел в лицее Магаса. Репортаж Даны Плиевой.
Родился известный ингушский писатель, драматург и общественный деятель Хамзат Асмиев 19 декабря 1909 года в селе Кантышево. Именно ему и посвящен урок. Из уст педагога Лизы Ужаховой дети узнают самые интересные факты его биографии. Учиться он начал в религиозной школе на арабском языке, но весной 1922 продолжил образование в советском учреждении. Через 2 года одним из первых поступил на подготовительное отделение Ингушского педагогического техникума. Пробовать себя в писательстве стал в 1927 году. Его произведения, вошедшие в золотой фонд ингушской литературы, любит не одно поколение ингушей. Простые по стилю, легкие по восприятию, они раскрывают самые лучшие черты характера, присущие человеку. Это человеколюбие, это доброта, это справедливость, это борьба с самыми плохими качествами, которые могут быть у людей. Это зависть, это ненависть, это предательство. И он учит в своих рассказах, каким должен быть человек, какие у него качества должны быть на первом месте. Потому множество его трудов включены в школьную программу. Некоторые рассказы запали в душу 11-классницы Хадижи. Мне нравится произведение Асмиева Хамзата, Золдусхан, Хехархо. Они нас учат быть справедливыми, относиться к людям с пониманием. Произведения, где есть место героизму, добру и справедливости в жизни обычных людей, трогают сердца не только соотечественников. Лучшие из них переводились на казахский, осетинский, финский, аварский, кабардинский, балкарский и другие языки. Появлялись они в таких журналах, как «Дружба народов», «Дон», «Огонек», «Нева», «Наш современник». Судьбы вот этих его героев, они никакие недалекие, а люди близкие, и в которых я как-то нахожу каких-то своих знакомых. Вот привычки своих знакомых, родных, близких, тех людей, кого я знаю, вот когда я читаю его произведения, они всплывают у меня перед глазами. Хамзат Асмиев – автор около 20 прозаических и поэтических сборников. Много сил он отдал и работе по сбору и публикации ингушского фольклора. Работал над переводом на родной язык произведений русских классиков. Его стихи стали народной лирикой и легли в основу известных нам всем песен, в том числе в исполнении творческого коллектива «Лам». Консультант по ингушской литературе при Союзе писателей Казахстана, специальный корреспондент Северокавказского бюро ТАСС, сотрудник газеты «Сердало». До самой своей кончины поэт находился в рассвете творческих сил. Много писал, издал 2 тома избранных произведений. Его биография – свидетельство достойной жизни. Умер Хамзат Асмиев 12 января 1981 года. Дана Плиева, Адам Далаков, Новости 24. Успех каждого ребенка. В рамках реализации этой федеральной программы на территории Ингушетии в нескольких районах республики будет открыто 300 профильных кабинетов по дополнительному образованию в 105 учреждениях региона. Один из таких уже функционирует в Назране на базе первой школы. Дана Плиева расскажет о наших будущих коллегах. Я рада видеть вас. Вы здесь, потому что вы самые красивые, самые умные и самые талантливые дети. Итак, сегодняшнее число открываем наши тетрадки. Дружелюбное приветствие, следом мастер-класс. Как правильно составить текст? Что такое тавтология, лайв, синхроны? Кто такой респондент? Свой кружок журналистики в рамках доп. Образования в первой назрановской школе открылся 5 лет назад. Уже год сюда ходит и Мака Хабриева. С профессией девочка определилась уже в 13 лет. На вопрос, чем же привлекла журналистика, будущая коллега отвечает просто. Тебе дают определенную тему, и ты именно копаешься в этой теме, находишь разные факты, рассказываешь, и, в принципе, внимание публики – это тоже очень интересно. Удобное кресло для интервью, камера. Здесь все как в настоящей студии. Продумала все до мелочей Зарема Аздоева, проработавшая в сфере журналистики почти 13 лет. Она и возглавляет кружок. Развить в ребенке коммуникабельность, уверенность в себе и, конечно же, широкий кругозор – основной принцип ее занятий. Адам, с чего надо начать? Ноги как мы ставим? Плечи. Ровно, молодец. Не все дети, которые учатся на отлично, к сожалению, бывают отличниками потом в профессии. Мы часто встречаем такие моменты, да? Есть дети, которые средне учатся, но именно доп. Образование помогает им определиться в профессии, и они идут по этой стезе, и как раз-таки вот получается у них работать, у них уже получается
на 5 с плюсом. Еще один профильный кабинет «Юный художник» откроется после зимних каникул в рамках федеральной программы «Успех каждого ребенка». По данному проекту нам завезли кое-какое оборудование. Это сенсорная интерактивная доска, компьютер. И по вязанию нам завезли пряжу, и для вышивания там различные нитки. Мы ожидаем завоза для юного художника, то есть мольберты, краски, кисти. Всего такие профильные кабинеты для кружков в рамках программы намерены открыть в 105 образовательных организациях региона по 6 направлениям. Сумма достаточно большая из федерального бюджета. Это где-то 330 миллионов. Общая сумма, в том числе львиная доля, это федеральный бюджет. Создаются в общем 300 кабинетов по всей республике. Охват детей предполагается 49 536 человек, уже когда места будут уже созданы. Техническое, декоративно-прикладное, культурно-спортивное. Развивать детей будут всесторонне. В свободное от уроков время они научатся вязать, рисовать, танцевать. Сама программа «Успех каждого ребенка» – часть нацпроекта «Образование». Основная задача нацпроекта образования – обеспечить к 2024 году качественным и доступным доп. Образованием порядка 80% детей в стране. В Ингушетии оно охватит порядка 50 тысяч детей. Для этого в Ингушетии планируют создать 8 тысяч новых мест доп. Образования в школах региона. Также в рамках нацпроекта уже в 2020-м в Ингушетии планируют открыть несколько учреждений, связанных с неурочной деятельностью. Выиграли заявку на создание республиканского кванториума на базе гимназии города Назрань. В этом же 2022 году будет создан региональный центр для одаренных детей, где у нас будет аккумулироваться вся система, будут выявляться талантливые дети, будет поддержка, будут проходить курсы повышения квалификации. И в 2023 году уже, значит, тоже мы выиграли эту заявку в рамках данного же нацпроекта. У нас будет открываться региональный модельный центр дополнительного образования. Нацпроект не просто направлен на развитие дополнительного образования в школах. В первую очередь, такая внеурочная деятельность поможет учащимся выбрать то направление, которое им нравится, в связи с чем ребенку будет проще определиться с будущей профессией. Дана Плеева, Асхабила, Киев, Новости 24. Около 400 подарков по инициативе администрации Кажева закуплены на средства меценатов. Сегодня часть из них распределили по школьникам. Презенты получили дети из малоимущих семей, сироты и полусироты. Хава Газикова побывала в 4-й школе. Новогоднее чудо по-другому и не скажешь. Вглядываясь в улыбки этих детей, можно смело сказать, сюрприз удался. Ученики начальных классов поочередно подходят, чтобы получить свои подарки. Открывать их ребята пока не спешат. Каждый из них собирается отнести подарок домой и поделиться с родными. Как и всегда, Новый год многим деткам запомнится множеством презентов и самыми теплыми воспоминаниями. Новогоднее чудо для всех. Время, когда даже взрослые начинают верить в волшебство. Для детей этот праздник особенный. Им всем не терпится рассказать новогодние стихи, которые подготовили в знак благодарности. С Новым годом поздравляем! В жизни... Ой, я забыла нечаянно. Пусть Новый год подарит счастье и много радостных минут. Учить детей пусть будет в радость, и вас пускай успехи ждут. И такие подарки получат все воспитанники школ из малоимущих семей, а также дети-сироты и полусироты. Правда, подарить их всем в списках не получилось. В школе оказались только ученики начальных и старших классов. За эту радость, подаренную детям, благодарит администрацию и руководство учреждения, отмечая, как важна такая поддержка не только для каждого ребенка, но и для всей семьи. Хотела поздравить всех жителей республики с наступающим Новым годом и поблагодарить администрацию сельского поселения Кажева с возможностью поздравить детей, вручить им подарки из малоимущих семей. Оно очень важно в наше время, когда необычная такая сложная ситуация с этим карантином, чтобы дети были радостными, счастливыми, и эти подарки имеют большое значение для наших детей.
Около 100 радостных детей получили сладкие наборы в 4-й школе. Чтобы подарить частицу волшебства, сотрудники администрации Кажева решили порадовать малоимущих детей и сирот, для которых даже простой подарок – это масса позитива и хорошего настроения. Всего же их закуплено на средства меценатов порядка 400. Они постарались, чтобы ни один ребенок не остался без праздника. Накануне презенты вручили воспитанникам другой школы сельского поселения. У нас на территории находится 6 школ, одна из них начальная. По мере возможности, с учетом ситуации по пандемии, стараемся провести все мероприятия, которые указаны Роспотребнадзором, и оставлять детей без подарков мы никак не можем. Мы оказали акцию помощи выделения подарков в первой школе. В новом году ребята ждут новых достижений, строят планы и загадывают желания. А еще желают друг другу удачи, радости и счастья. Но самое главное для них – это здоровье. А акция далее пройдет и в оставшихся школах Икажева. Хава Газикова, Хасмагомед Майсигов. Новости 24. Сегодня в России отмечается День военной контрразведки. Дата выбрана в связи с тем, что 19 декабря 1918 года в системе силовых структур новообразованного государства РСФСР были проведены преобразования, положившие начало существованию данной службы. В наши дни военная контрразведка является частью единой системы органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации. В мирное время контрразведчики стоят на страже покоя российских граждан, предотвращая теракты, пресекая шпионскую деятельность зарубежных спецслужб, обеспечивая защиту сведений, составляющих гостайну. Также контрразведка во взаимодействии с военной прокуратурой и другими госорганами России противодействует организованной преступности, коррупции, контрабанде, незаконному обороту наркотиков и оружия, другим негативным проявлениям в армии и на флоте. Помимо поздравлений в свой профессиональный праздник от руководства и коллег, 19 декабря сотрудники контрразведки отдают дань памяти своим погибшим товарищам. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.